Накануне Дня Великой Победы 15 ветеранов Татарстана отправились в Москву для участия в параде на Красной площади. Ахтямов Сабир Ахтямович родился в 26 году в Татарстане. В ноябре 43-го был призван в армию. Воевал в роте ПТР, противотанковых ружей, стрелком-наводчиком. Принимал участие в операции «Багратион», воевал в Восточной Пруссии, участник Парада Победы в Москве, герой Советского Союза. Все время, когда только деревня начинает гореть, значит, мы знаем, уже фашисты драпают. И скорее надо занять эту деревню. Жители изредка попадались, они в основном в лесах, большинство. Иногда выходили из подвалов, там встречали нас. Попадались старики, очень со слезами на глазах. Вот, поздновато ребята иногда говорили, надо бы чуть пораньше. Ну и то спасибо. Вот. И обнимали. Особенно вот когда Минск освобождали уже этим. Вот. Население полно было, уже там много собралось. Сам город Минский, когда зашли, уже танки вперед освободили нас. Там трудно кого-то чего-то вспоминать, там все вешались на шее основном этим солдатам, офицерам, старушки, старики, девушки молодые попадались эти, то же самое. В основном женский состав там было. Все эти кругом обвивают тебя, святые там. Вот в это время, когда мы уже, нам было приказано занять населенный пункт Немерсдорф, на подступах к этому населенному пункту наш батальон сильным обстрелом остановили фашисты. Ну, командир приказал уничтожить вот эту огневую точку. А как уничтожить? Не сказал. А мы поползли с Луковкиным через ров противотанка, через кустарники, поближе туда. Метров 50, наверное, подошли, дальше уже подходить невозможно, там мертвого пространства нет, обстреливается. Вот. Давай, говорим, мы попробуем гранатами забросать. А Луковкин говорит, подожди. И вот что-то, говорит, я наблюдаю, там какие-то бугорочки по бокам. Может быть, говорит, это зарытая техника, а сверху бочки, там бывает так, бочки с этим горючим. Мы дали по выстрелу по обоим этим бокам. И там сразу пламя. Она термитная начинка у нашего патрона ПТР. Сразу дает пламя, а горючий, сама знаете, это сразу возгорается. Ну, начали выпрыгивать фашисты, потом взорвались эти внутри эти снаряды. И мы подняли, знак дали нашим ребятам, путь свободен. А потом уже 24 марта командир роты, я дневальным стоял, ну-ка заходи, говорит, поздравляю, указ президиума, чтобы тебе присвоено звание Героя Советского Союза. У меня ноги подкосились, как так. Вот я уже забыл про это бои-то. Вы участник Парада Победы. Это было уже после войны. Расскажите подробнее, как все это происходило. Я участвовал на самом последней шеренге и угловой там последней, чтобы по ранжиру не портить строй. А на другой день уже нас собрал Сталин. Там так и называли, на прием к Сталину. Когда вот генерала наша предупреждает, а рядовых там старшин, смотри, ты лишнего не пей, они сразу замещают к генералу замещание, пускай напиваются. Вытащим, вынесем, отвезем, положим спать. Так что никакого ограничения не было в этом.